استحقانا ارزوني بالنسكحنا وشفقنا ترقشت عضي حيزو ديشق علينا ارزوني بالنسكحنا وشفقنا ترقشت عضي حيزو ديشق علينا فوقنا مخنا نانو سخلينا ترسيني يشنا صاح ميرا ضحكنا كرشي مرشون يحبينا الله يخوخامر كورا شخبينا ما قزلاناش دشتلالالارا داخل حيسا نحيا اوه دورياتو Просто бывшие империи, да, уже наигравшись в этот империализм, ну, как бы поняв, да, там, эту жизнь, я поэтому и говорю, вот уже цивилизационно вот этот этап развития люди прошли, и как бы вместо того, чтобы там принуждать кого-то, порабощать кого-то, вот люди научились по-другому, да, там, наоборот, с собой показывать пример, вот так, через такими, скажем, методами приобщения к себе каких-то вот этих людей, у которых плохая там политическая ситуация, у которых нету, вот, которые, короче, не прошли эти цивилизационные этапы, вот таким образом им пытаются, наоборот, их на свой уровень поднять. Тогда как те, кто не наигрались еще в это имперство, не прошли вот этот цивилизационный, все эти этапы, они вот этим страдают еще имперством, там, тирания вот это, и, соответственно, как я вот раньше сказал, всех туда на свой уровень назад пытаются притянуть. Поэтому вот у нас и происходит в мире вот эти, когда одна часть еще, скажем так, полуобезьяны, а другая часть, она уже такие, как бы, прямоходящие люди, образно говоря. И вот никак не могут эти разные цивилизации, как бы, скажем так, ужиться. Поэтому происходят вот эти проблемы. И вот эта религиозная тема, она, казалось бы, люди как бы уже перешагнули через это, да, вон целые страны, Афганистан, Иран, уже были цивилизованными, да, уже как бы прошли цивилизационные вот эти этапы, и
отделили религии там от государства. Но все равно их сумели затащить спустя там 50 лет. Они наоборот на таком уровне, который там на пару-тройку веков от всех отстает. То Откат, есть, unutulmuş algıyetun то İbrahim. есть назад их туда опустили, вот используя вот эти религиозные там приемы, внедрив вот это дерьмо им туда. Короче, это вирус. И вот так откатили назад. Казалось бы, страны, которые уже нормально себя чувствовали. Ибрahim, а что поменялось, что произошел вот такой откат? Well, Ну, вот так вот, используя вот эти вот религиозные приемы, манипуляции, используя ну, они же военные... были религиозны еще раньше, как бы, они же давно как бы являются псевдомусульманами, ну, Ну, что они там? естественным образом, они вот так вот, эволюционируя, скажем так, проходя Ваем, ладно, эти цан этапы, арбой мота, допустим, цан да, арбой проходя, мота не уже ты вопрос арабизирован. задал, потом ты перебиваешь. Давай Не, тогда сразу. просто я хочу уточнить, вы называете Нет, ситуацию, а ты что? задал вопрос, я тебе хочу Ну, ладно, ответить на интервал, него, ты потом интервал. берешь, перебиваешь. Если тебе не Интервалы, интересно, брат. не задавай, и сам как бы комментируй. Если задал, будь добр просто подождать, пока твой ответ скажут. Вот эти страны, которые ты говоришь, они естественным образом достигли вот этих своих состояний, в которых они находились. А то, что потом произошло, это уже искусственно. Используя вот эти религиозные приемы, вот то же самое, как у нас, у чеченцев это произошло. Нам искусственно затащили тоннами литературу вот эту ваххабитскую истинного ислама, завозили с Москвы, издательство Бадр. Какие-то говнюки арабы, русскоязычные арабы, выпускники Патриса Лумумбы появились у нас, шастали по нашей территории. То есть вот эти Дугины, Джамаль Гайдары и прочее, короче, исламская партия Возрождения. Вот таким образом искусственно людей отбрасывают в эти дебри. 1600 мечетей могут тебе прийти построить. Конечно, в такой ситуации ты отупеешь, когда тебя вот искусственно к этому подведут. Но в естественных процессах это уже как бы люди проходят их и как бы, ну, перешагивают, идут уже более на высший уровень такой самосознания. Войдуешь. Афганистан, Пакистан, любой Кадеш Хулили, это же не идет сравнение.
Здесь вообще никто не Маршал, говорит ни о чем. можно я вас Маршал буду называть? Маршал. Ну, Так, друзья, я чуть пока занят, пока общайтесь. Хорошо, Общайтесь. хорошо. В общем, Маршал, вы говорили, что мусульмане, многие, по крайней мере, не знают смыслового перевода. Я вам даже больше скажу, эти люди используют арабский, чтобы манипулировать людьми. Они берут арабские слова некоторые. Например, когда их критикуют за то, что вот в Коране запрещено дружить с христианами и иудеями. Берут слово «авлия» и говорят, что это речь о политике. И, хотя это слово явно подразумевает и не только это, но и дружбу. Потом еще хватает им наглости приводить аят, где говорится, что Аллах им не запрещает быть справедливыми с людьми Писания, хотя там в 4-м аяте говорится, что примером стал Ибрахим, что между Ибрахимом и неверующими, в том аяте говорится, вечная вражда будет, пока они не уверуют. То есть война на религиозной основе. В 10-м, например, аяте вообще запрещено мусульманке быть с неверующим. Представляете, какие лицемеры? Они берут только те выгодные арабские слова, приводят их, но не приводят другие моменты, тонкие. Так что все они знают, просто не хотят говорить. Или вообще осознанно используют перевод для манипуляций. Или берут арабские слова выборочно. Поверьте, я таких мусульман видел. Так что все они знают, просто манипулируют. Кто-нибудь хочет что-то сказать? Ну, Ибраим рассказывал про искусственный откат. Про это мне было бы интересно пообщаться. Дело в том, что они, по их мнению, почему так поступают, думают, что делают благое дело, защищают свою религию и думают, что это допустимо по их восприятию мироустройства. Ну и кроме того, они же чувствуют, наверное, себя учителями, как бы статус не хотят терять. То есть там очень много факторов, почему они так поступают. Но вопрос не в том, поступать их по-другому ни я, ни ты не сможем. А вот вывести на чистую воду, то, что называется, да, это первоочередная задача. Но не просто показать, что ислам – это заблуждение, это ложь, это деструктивная религия, а надо предложить что-то взамен. То есть показать, не просто выбить табуретку у человека из-под ног или из-под попы, а показать, что лучше, где он может, скажем так, лучше себя чувствовать комфортнее и на правильном основании. У человека нету другой основы, даже другого стержня, кроме там морального компаса ислама. Он не сможет отказаться от этой идеологии. Конечно, поэтому кроме критики должно быть, что можно предложить взамен. И поэтому Когда показывать, ты что что-то критикуешь, ты же автоматически это что-то другое предлагаешь, другую мораль. Ну, пока я слышу, например, как общаются с мусульманами, я слышу только критику. Никаких предложений лучшего, что-то тяжело очень идет в эту сторону. Нет, я о другом. Когда ты критикуешь, например, что-то из ислама, не хочу об этом подробно рассказать. Ну, когда ты критикуешь, ты что-то предлагаешь автоматически. То есть на основе какой-то морали ты критикуешь мораль ислама, там, 7 века.
Если человек стыдится вот этой морали 7 века, то значит это уже работает как бы. Ну, педофилия там, допустим, узаконенная. Если он этого стыдится, своей религии, как бы, значит, есть еще что-то помимо ислама внутри человека. Это даже просто светская мораль. Я согласен. Мусульмане действительно что-то немного перепутали. Они действительно полностью прогнулись под кафирскую мораль, но при этом требуют шариат. Мечтают об этом. Хм. Хотя, я думаю, они не знают, что их же халифат, который они так восхваляют, был эпохой мутазилитов и других еретиков. Ибн Сина вообще в вечную вселенную верил. Вообще еретика били, которые себя мусульманами называли. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Михайло, Украина. Михаил. Тернопіль. Ребята, могу одно слово сказать? Приветствую, витаю, слава Украине сходу. Героям слава. И мир и добра всем народам на земле. Чтобы они прозрели, чтобы они стали на сторону Всевышнего, а не на сторону тот, который использует нас, все племена и народы, и борется нас, используя как инструмент против Бога, восстает. Вы знаете, Творец один для всех, потому что от одного мужчины и женщины мы получили тело, в котором мы сегодня живем и обитаем на земле. Оно может при воздействии природных условий и все остальное поменять свою внешность, быть черным, белым, желтым. Но у каждого человека внутри заложено от Всевышнего, от Творца много таких инструментов, которые помогают человеку, помогают определиться, если этого он хочет, задавать себе вопросы. Кто я такой, откуда я произошел, для чего я здесь нахожусь и куда я иду, что я делаю. Так вот, Бог вот это все, этот инструмент заложил, а сатана эти инструменты все тупит или ворует, убирает у человека. И потом в результате этого он начинает подсовывать свои инструменты. Фальшивые религии, которые Бог не признает, потому что инструмент дано было человеку, это вера. И первое, что вера, это сегодня у нас есть вера. Раньше ее не было веры, потому что человек с дня создания человека, Бог общался лично с человеком. И человек видел Творца, и он с ним общался, разговаривал, задавал вопросы, получал ответы, и все остальное. Это шла беседа, собеседование, беседа шла. Но когда по мере того, что человек ослушался и игнорировал тем словом, который Бог сказал, не прикасайся к плоду вот этого дерева, от которого в тебя войдет зло, потому что добро, познание добра и зла. Добро человек знал, общаясь с Богом и находясь в том уюте, который Бог создал для человека. Но когда этот плод он укусил,
он подчинился воле другого. А если мы подчиняемся, идем на работу, например, и сдаем себя какому-то работодателю, то мы выполняем волю его. Точно так же Ева подчинилась сатане, который воплотился там или заговорил голосом змея. Вот, и она стала рабыней, и в это рабство она втянула своего мужа Адама, который из-за уважения, любви или не знаю чего покорился ей, вместо того, чтобы сказать: ты что натворила, женщина, жена, зачем ты это? Пошли к Творцу и будем падать на колени и извиняться, чтобы он нас простил. Но этого не случилось. К сожалению, муж покорился желанию жены, вот, соблазнился тоже и вступил тоже в рабство сатаны. И когда Бог, видя, что они сотворили, и задавал вопрос им, вот, Адаму, они начали прятаться: Адам, ты где? Что, разве Бог не видел, где они находятся? Видел. Человек потерял, вместо того, чтобы извиниться, потерял шанс на прощение, тот, кто не попросил прощения, не осознал свою вину. И Адам начал обвинять свою жену, что она виновата в том. Хотя власть была дана ему, потому что как он первый был сотворен, создан, вот, и он был всему глава, тому творению, которое Бог ему отдал. И ту же самую Еву он ему сотворил для радости и для помощи ему. Вот. И для плана своего, конечно. Так вот, мы сегодня получаем вот этого врага человека, врага Бога, много религий, и на основании этих религий ведется война. Нету единства, нету мира, нету любви. Почему? Это происходит во всех. Это в том же исламе воюют исламисты между собой, взрывая в мечетях друг друга. В том же христианстве создаются секты разные, которые главари этих сект вот, создают для себя, для своего нажива и все остальное. И в других, в том же буддизме и все и других. Религии – это замысел и действия сатаны. А у нас единственное – это вера вот, в Творца, и по его заповедям и постановам вот, нам нужно идти и жить. Если даже кто-то не знает, то просто для этого человека есть один принцип, который Всевышний Творец говорит: не делай другому того, чего бы ты не хотел получить сам. Если тебе больно, что у тебя утащили какую-то вещь, не воруй у другого. Если тебе больно, когда твою жену кто-то увел, не уводи другого. Если тебе больно, неприятно, когда тебя обманывают и врут тебе, не делай сам этого. Но по этому принципу мы, к сожалению, люди далеко уходим. И очень-очень у нас мало. Вот. И поэтому на сегодняшний день мы имеем вот эти результаты, которые мы живем, мы создаем сами себе трудности. Сами. Вот. Бог хочет нас освободить от этого, а мы дальше говорим: да нет, мы сами все это исправим, все это поладим, все это прекращается. Враг говорит: да нет, да вы что, вы это сами вот сделаете. Вот и все. Поэтому то, что мы сегодня имеем, это имеет того, что мы, каждый должен контролировать, начиная не действия свои, а мысли, начиная с мыслей, потому что с мыслей все начинается. Если я скажу, что у меня в мыслях все хорошо, да если бы кто-нибудь заглянул в мою голову и увидел, какие там мысли, то сказал бы: смотрите, этот человек вроде так вот
внешне, все приятный, вот, и все остальное. Неужели у него такая грязь в голове? Правильно, Бог и говорит, что вот этот грех, эта грязь, она нас атакует. И он говорит, что грех стоит у порога сердца твоего, имеется в виду мозг, мысли, то есть это такое, не то сердце, которое кровь качает, а сердце имеется в виду разум людской, у сердца твоего. И обращается к нам, людям, и говорит, а ты властвуй над ним. А как властвовать над ним? Если, например, кто-то стучит в дверь, ты глянул в глазок, это нежелательный гость, и ты вообще не отзываешься, не открываешь. А нам, если мы увидели, что это подлая, грязная, подступная мысль, просто я говорю себе, пошла вон отсюда. Я тебя не приглашал, откуда ты пришла? Вот. И тут укрощение, потому что многие люди не справляются с этим. И это потом выливается в физические действия, и мы видим по этим, это самые результаты вот этих всех нечистот, вот этого плод. Один справляется, увидел красивую девушку, полюбовался и пошел. А другой увидел, у него там разгорелось, он накинулся на нее, понимаете? А третий увидел и сказал, пошла вон, у меня прекрасная жена. И все. Так что, ребята, все это начинается. Кстати, Вы молодцы, что вы говорите, обсуждаете такие темы. Мне нравится, особенно Ибрагим, который действительно раскрывает, показывает людям, И давай жопу закрой, сука. что Да, это, Там что наебаешь. это, Ты что чё, это, людей... что это самое, что обезьяна это вышла. просто рабство раскрывает Ибрагим, особенно показывает вот людям, которые попадаются вот на этот крючок, вот это, знаете, рабство, и с ними играются, и все. Самый вообще легкий, удобный, примитивный, я бы даже сказал, способ вот в мире понять, как себя вести, да, там, даже куда-то в Писание никому не какие-то идти не надо, никакую науку изучать. Просто пытаться все пропускать через себя. Вот то, что ты себе не желал бы, да, вот. Просто людям это тоже не делаешь. И как бы ты не хотел, вот, чтобы с тобой поступали, вот так вот ты поступаешь с людьми. И там ничего сложного в принципе нет. Да, тогда нам необходимо... Тогда у нас бы, и как Ибрагим сказал, вот тогда отпала бы у нас необходимость создавать армии, строить какие-то ракеты, атомное оружие производить, создавать полиции, всякие такие, это самые, вот, если бы действительно, вот как вот Ибрагим сказал, мы бы жили вот так, вот, тогда надобности бы это отпало, понимаете? И те люди, которые задействованы в этом, они могли бы другими делами заниматься. Той же полицейский или этот же солдат, вместо того, чтобы учиться стрелять там или упражняться в каком-то оружии для того, чтобы защитить вроде бы себя и страну или своих, вот, он мог бы учиться строить, вот, сажать те же розы и все остальное, делом другим заниматься, украшать землю, которую создал нам Творец, для того, чтобы мы за ней ухаживали. А посмотрите, что делается. Что делается? Вот эти все подрывы и пожары, которые вот это все идет, это идет уничтожение природы, это уничтожение творения Божьего, Всевышнего, это и уничтожение нас, потому что все это отбивается на нас. Вы посмотрите, сейчас вот леса в тайге рубят, продают. Посмотрите, что в России сейчас происходит. Там Так, за я Уралом... перебью, потому что у вас эта тема долгая будет. Я на быстрый момент, на минутку. Пхарма, ты здесь? Всем шалом. Тебя. Всем шалом, приветствую, ребята, всем шалом. Извиняюсь, что перебил, просто эта у вас тема может продлиться долго. Поэтому я на быстро, я на скоро.
Бхарма, ты здесь? Единственная просьба, да, вот кто заходит, чтобы не грубили здесь, да, там, не агрессировали. Да без проблем. Пожалуйста, Пармат вроде здесь, но на связи ли он? Бхармат. Бхармат. Ты где? Видимо, он сейчас на намазе, поэтому как Ладно, надо помолится. будет подождать. Потом вместе с ним шахаду прочитаем. У него там затяжная, короче, такая молитва. Типа то, что он не сделал, да, вот все эти, все, что он там пропускал, видимо, сейчас доделывает. Короче, грехи замаливает. А смысл замаливать грехов, если, например, человек замолил грехи, молил, просил прощения, потом идет и то же самое делает. Не, он сейчас на картах решает, как это ему попадется. Может, сова попадется опять на скакалке. Ну, в исламе Ну, так и интересно. сказано, что о людях, которые безгрешные, если бы вот такие были бы, то Всевышний уничтожил бы их и создал бы таких, которые бы грешили, а потом за свои грехи, ну, их замаливали. Вот интересная Интересно, философия. Короче, суть-то какая в том- разница отношения к греху у, например, евреев. Они в свое время приносили жертвы, зная, что без пролития крови не бывает прощения. Но потом, так как разрушили храм, то они просто физически не могут. Они начали придумывать, как еще можно, что сделать, чтобы Бог простил грехи. Христиане просто говорят, нужно понять, что за тебя уже заплачен, и просить прощения, потому что за тебя уже Христос заплатил своей кровью. Поэтому ты ничего не можешь сделать, только признать свою неправоту. А у мусульман получается как? Просто надо сказать там какую-то молитву и все. Я что, опять выпну? Интересно, если вот этот черный камень, его взять, привязать к голове скотчем и носить его постоянно с собой, вот все грехи, они бы моментально списывались бы, или как? Здесь есть проповедники? Вот если постоянно этот камень к нему там прислониться, там, ну, на лысо побриться его на голову, приклеить, замотать еще скотчем. И вот ходишь, Ну, тогда- совершаешь какие-то грехи, и сразу у тебя ж камень к тебе прикреплен, короче, и он тебя вроде очищать должен. Ну, я так понимаю, что это тогда твой Бог должен быть, раз камень берет на себя функцию Бога, а никто кроме Бога не может прощать грехи, значит, это твой Бог. Нет, это просто такой, ну, камень, блаженный такой камень, святой. И вот его святость, она настолько Да, у которого есть Иманус. мощная, много, ампер там много, видимо, это
тот, где... Вера. Бог Христу вменяли в вину, когда он прощал грехи. Говорит, это только Бог может сделать. Ты кем себя делаешь? Потому что, ну, получается, что Бог несправедливый, если Он прощает только потому, что ты попросил. То есть ты ничего не поменял, ничего, ну, никак не искупил грех свой, и просто сказал, ой, извини, и все. То получается, что Бог несправедливый, потому что это несправедливо даже по человеческим понятиям. Если человек там ограбил банк, а потом сказал, ой, простите, но ничего не изменилось, и он мне не вернул деньги, не отсидел в тюрьме за это, то как бы прощать его, это величайшая глупость будет. Я думаю, что здесь прямая параллель будет с тем, что непонятно, на что надеются мусульмане, думая, что им прощаются грехи. У христиан там все понятно. Там Христос умер за грехи верующего, точнее прощает грехи верующему, потому что он умер за грехи всех людей, но только верующий получает прощение. Поэтому и надо поверить, что тебе грехи прощены, и потом жить как тому, кому прощены грехи, а не как грешнику, который там опять идет грешить. Но когда задают вопрос, а как же с грехами, которые люди делают, вот ты там покаялся и потом тоже же делаешь какие-то грехи, там где-то неправду сказал, где-то неправильно подумал, где-то кого-то там оскорбил или унизил там словами, вот, поссорился с кем-то. То дело в том, что Христос потому и вошел на небеса со своей кровью, и теперь ходатайствует за верующего человека, говоря, ну, если грубо, то картина такая, что он стоит перед Богом, говорит, там, если приходят, говорят, вот, верующий в тебя опять согрешил. Он говорит, я заплатил за него своей кровью. Поэтому этот грех уже оплачен. Он прощен, с него не взыскивается. Но требование к верующему человеку жить как спасенный и как прощенный, а не как грешник. Но это такой большой нюанс. А мне вот нравится, как в христианстве можно грехи отпустить. То есть тебе камень не нужен, главное, чтобы нормально там поп был. Не, на самом деле так не учил Христос. Христос говорил, что зайди в комнату, закрой дверь, и ты представь, что ты находишься перед Богом, и Бог, видя, проси у Него прощения, без всяких посредников, понимая, что Он прощает тебя не потому, что ты просишь прощения, а потому что Христос за тебя заплатил, Он тебя искупил.
То есть и вот осознание этой мысли, Богу приятно, что ты оценил его жертву, что он пожертвовал своим сыном для того, чтобы тебя спасти, потому что у тебя ни одного шанса другого не было спастись от ада. И Бог, ну, как бы, поэтому прощает твои грехи и говорит, как там в одной из историй библейских, говорит, иди и больше не греши. Но если ты согрешаешь, то у тебя должно быть чувство раскаяния. Ты должен осознать глубоко, что ты натворил. Без этого рассчитывать на прощение – это просто лицемерие. Нам вот тоже бы исламского попа здесь на площадке, который бы нам это грехи, короче, отпускал. Есть Ну, то кандидатура, верту- есть кто-нибудь там? Поднимайтесь. Мы ищем исламского попа, чтобы нам отпускал грехи. Виртуальную крабу Готовы, надо. короче, посадить его на шею, тоже скотчем привязать его, чтобы он там верхом сидел и еще крестом по башке там иногда побивал. Я когда, ну, скажем так, понял, что мне Бог через Христа прощает грехи, мне надо только признаться перед Ним, что я грешник, и этого достаточно, и понять, что за меня заплачено уже. Для меня было большой проблемой, как это, ну, я же знаю, что у меня нету силы больше не грешить, еще, ну, потом. Я же себя знаю, что я не устаю там в том или том, в той ситуации, я не могу настолько там контролировать себя. Но потом мне пришла такая мысль, что, и это подтверждается в Библии, он говорит, я дам тебе силу. Я дам тебе силу не грешить, я дам тебе силу каяться, осознавать, если ты согрешил. И вот это был переломный момент, когда мне ничего не оставалось, как только склониться перед ним и попросить прощения. Я скажу, что когда ты осознаешь, что тебе Бог простил грехи, это уникальное ощущение, это с тебя гора свалилась, ты чувствуешь себя абсолютно новым человеком, у которого, как говорится, вся жизнь впереди из чистого листа. Чего и вам желаю. Свидетели Иеговы есть здесь? Поднимитесь, если есть. Кстати, хотите, вам расскажу, как надо с мусульманами разговаривать? Могу сказать? Да, говорите. В общем, слушайте, как надо с мусульманами разговаривать? В общем, есть 3 типа мусульман. Адекватный, ну, второй более-менее, то есть спорно нормальный. И третий вообще, ну, мягко говоря, я говорить не буду кто. В общем, если вам попадется нормальный, адекватный мусульманин, который слушает внимательно аргументы, который вас слушает, нормально, спокойно отвечает, то с ним можно спокойно, нормально разговаривать. Если вам попался второй мусульманин, который вроде как нормальный, вроде нет, то с ним осторожно. Спросите его, что он под разными понятиями понимает, что принимает, кто он и так далее. А когда вам попадется откровенный мусульманин, которых я видел уже сотнями на своем примере, которые вообще ни хера не слушают аргументы, не слушают вообще ничего, приводят тупые аналогии, всякую хрень, которые вообще одни и те же тупые вопросы задают, на которых уже ответы дали, то просто выключайте микрофон, отвечайте на их глупые вопросы. Если они будут вас перебивать, выкините их. Договорите то, что вы говорили.
поднимите. И если он опять за свое будет браться или вообще оскорблять, выкидывайте его вообще и не пускайте, потому что такие люди вообще им истина не нужна, им ложь нужна. Как говорил один человек, я не помню кто, чтобы ложь была правдой, она должна быть сильной. Или как там ее? Как там это говорилось? Ну, это, по-моему, Геббельс говорил, что ложь, которая повторяется многократно, становится правдой. И чтобы люди поверили, надо говорить самую большую ложь. Потому что люди тогда подумают, ну нельзя же так врать. Значит, это правда. Но дело в том, что я думаю, что любому мусульманину стоит первым вопросом задать, прочитал ли ты Коран и Сунны. Если нет, сказать, дорогой, давай ты прочитаешь Коран, он небольшой там, и вернешься сюда, тогда поговорим. Вот. Особенно Сунну пусть прочитает. А то они всякую чушь несут от себя, свои тафсиры. Например, я сейчас скажу, погодите. Можно хоть целые тафсиры писать. Тафсир Ибн Анонима. Ладно, это я уж шучу, но не суть. Тафсир какого-нибудь Иванушки, который вообще всего несколько лет в исламе. Иванушки International. Правильно. Иванушки Интернешнл. Не. Ну, дело в том, что тогда стоит узнать, вообще, доверяют ли они, ну, скажем, хадисам. Если для них это не авторитет, то, соответственно, скажем так, или показать им, что он должен быть авторитетом, или уже разговаривать на другом основании. Там только, допустим, на Сунне, на там, Коране. Да, не ходи А у меня вопрос. Если вот мусульманин православный, его грехи тоже прощены там или как? Да. Это две несмешиваемые вещи, потому что нельзя, ну, православным христианином и мусульманином одновременно быть нельзя. Не, ну у нас есть и такие православные мусульмане. Ахлю сунна валь джамаа во Христе. Ну, называться можно кем угодно, вопрос, кем, ну, скажем так, если ты не придерживаешься основ религии, о которой говоришь, то, допустим, ты не можешь быть христианином, если ты не веришь, что Иисус Христос заплатил за твои грехи, будучи на 100% Богом, на 100% человеком. Здравствуйте. Добрый день. Можно один вопрос? Если... Да. Добрый день. Вот у меня есть один друг, мусульманин, но ну как бы сейчас не именно живет там по шариату и так далее. Но знаете, когда я ему привожу там примеры вот насчет пророка Мухаммеда, который совокуплялся с 9-летней, в общем, когда я говорю то, что у него были там свои рабы, то, что он разрешал иметь рабов, он начинает, нет, это все неправда, это не так, ты как это называется, антимусульманист, антиисламист, там, исламофоб, как с такими общаться? Ну, ты скажи ему, что ты перепутал Мухаммеда с Иисусом Христом. Потому что то, что ты говоришь, это ты говоришь об Иисусе Христе. Мухаммед был совсем другим. Почитай Сунну и почитай свое священное писание для того, чтобы ты правильно знал, что делал пророк, как он жил, как он не делал. Он мне говорит потом, вот этого всего в Коране не было. Я ему говорю, ну это же есть в хадисах, это же есть в Сунне. Он говорит, нет, в Коране такого нету. И начинает там это вопить. Ну, раз он коранист, А вот у нас надо по Корану с ним разговаривать.
одна имамша у нас вчера здесь была, Елена, ухтышка Елена, такая проповедовала нам здесь правильный ислам. Вот у нее ислам 100% правильно был. Если он у нее такой белый и чистый, то это вряд ли правильный ислам. Но она говорит, что ее самый правильный. А у всех людей там свой ислам, типа. Сказать. Да, такое впечатление, что многие верят в то, что им удобно, в том, что они считают правильным, а не в том, что написано в Коране, в хадисах. Она говорила, что мы переводы неправильные читаем, и что вот это иджмуа, она из-за неправильных переводов, короче, неправильно, Ибн Касир неправильно переводил. Короче, Кулиева, видимо, читал Ибн Касир, и потом делал неправильные тафсиры. А если его спросить, там Сахих Муслим тоже это все там оболгал бедного Мухаммеда. Короче, этот Ас-Саади там, Ас-Саади, Куртуби, Ан-Насаи, потом кто там? Джалалей, они либо Порохову, либо Саблукова, ну что-то у них неправильные переводы оказались. И они тафсиры делали какие-то кривые. Но я так понимаю, что когда они писались, то это было в 8 веке, и, скорее всего, будучи арабами, они думали, что они что-то хорошее рассказывают о Мухаммеде. Я его верю. А с сегодняшнего дня это выглядит по-другому. Бухари и Муслим тоже, видимо, А можно сказать мне? переводы там неправильные прочитали и неправильно интерпретировали хадисы. Да, Ну, да, интересно, почему только у них там неправильный период? Почему у христиан, допустим, нету таких вопросов насчет можно периода? спросить меня? Они вечно, Сказать да, мне. конечно. Вечно у них Сахих Муслимы неправильные. Ну, потому что христиане опираются на, скажем так, есть основания веры, которые проверены всеми желающими на основании Библии. То есть человек, читая Библию, задает ей вопрос, а как там, вот, допустим, там спасается человек. И он всю Библию пролистывает и получает ответы на этот вопрос конкретный. И, естественно, все вопросы закрываются. Знаете, Глупо сказать? спорить. В общем, я кое-что хотел сказать. Вы, короче, должны это знать, в споре с мусульманами это обязательно надо использовать. Когда мусульмане начнут оправдывать вот эту несостыковку, что Иисус не был распят, хотя он был распят, и это давно уже доказали, хотя мусульмане это яро отрицают, они пытаются обесценить вообще доводы, что, мол, это все позднее, это все потом. Но они почему-то напрочь забивают, что Бухари вообще жил спустя 200 лет после Мухаммеда, Муслим жил после Мухаммеда, и вообще факт, они все персы, они персы вообще. Жили за 1000 километров от Медины и Мекки, от Хиджаза. И им хватает, этим мусульманам вообще наглости хватает говорить что-то про христианство. Ну, Абу Дауд вообще и то больше жил после Мухаммеда, вообще где-то 210 лет. Абу Ахмад, ладно, ну, чуть ближе, но это сути не меняет. Ахмад ибн Хамбаль, там, что еще? Сунан ибн Маджа, все эти... вот Ахмад бин Хамбаль, это вот наш как раз. Они, кстати, жили вообще все после. Тумсо Абдурахмановский, Ахмад бин Хамбаль.
Ваххабит? Это наш самый правильный брат. Короче, как только вам мусульманин что-то скажет, начнет критиковать Библию за то, что там это спустя после такого-то написано, просто напомните им, когда были написаны их самые авторитетные после Корана тексты. Они просто, системную ошибку их мозг выдаст. Ну И что, вообще это заметь только первое лучше. лицемерие. Это только первое лицемерие, я второе сейчас приведу. Например, мусульмане хвастаются, мы исполняем ислам, христиане нет. Ага. Сахих Муслим, хадис 210. Мухаммад приказывает убивать черных собак, потому что это шайтан. Ну и почему мы их не убиваем, о мусульмане? Мусульмане, которые тут, почему не убиваете черных собак на улицах? Почему? Слову ваш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, валити валлаху, салам, приказал убивать. Почему не делаете? Вопрос вам. Все это штрафы, наверное. А штрафы дороже, чем вероисповедание в Аллаха. Да, вот, брат, ты все правильно говоришь. Вот еще третье лицемерие. Это еще хуже. В хадисах написано, я сейчас точно номер, сейчас приведу, погодите. Короче, спойлер. В этом хадисе написано, что надо, лихорадка это проявление жара ада, и нужно смачивать это водой. А то, что это смертельно опасно даже, очень опасно, Мухаммад, видимо, не знал. Вопрос о мусульмане. Почему во время лихорадки вы идете к кафирам, а не лечите ее водой? О мусульмане, почему вы это делаете? О, вы приблизили себя к кафирам, и огонь гиены стал ближе к вам, о мусульмане. Но они жить хотят. Да, им Почему жизнь они дороже, жить чем их хотят? религия. Почему они жить хотят? Вы же там в раю ожидаете там 40 девственниц. Не лучше 40 девственниц там иметь, Да чем согласен. там налоги Ну, а платить и там. подскажите, я правильно понимаю, что все мусульмане знают, что после смерти они окажутся в аду, а откуда их должны вывести? Так что до рая им еще далековато. У меня такой один неловкий вопрос насчет этих 40 девственниц, если вы знаете, но... Я Вы меня знаю, знаете, что... Да, вот в какой момент эти 40 девственниц, они всегда опять становятся девственницами? Так же? Ну, вроде да. А как они становятся действенными? То есть после каждого законченного акта, или так, грубо говоря, высунул опять девственница, всунул, порвалась, высунул. Попрошу поаккуратнее. Я, кстати, тоже с этим вопросом задаюсь. Так вот, хадис, я хотел хадис привести. Сахих аль-Бухари, 3263 хадис, и Сахих Муслим, 2209. Лихорадка, то есть высокая температура, это кипение жара ада. Так охлаждайте же ее водой. С точки зрения медицины, это естественный иммунный ответ. Когда в организм попадает инфекция, вирус, бактерия, например, пирогены стимулируют гипоталамус, поднять температуру тела. Это нужно для того, чтобы затормозить размножение патогенов и активировать выработку инферомона. Неправда. Это кафиры специально придумали, чтобы сбить мусульман. Согласен, о кафиры, зачем вы людей вводите в заблуждение? Ладно. Можно один вопрос? Ибрагим, ты бывший мусульманин, да? Нет, я действующий. Я Ну, 71% только.
Но еще лучше. А возможно быть, да, так сказать, полностью мусульманинов, отрицая там хадисы и аяты? Ну, нельзя с точки зрения истинного ислама, нельзя не принимать даже одну букву из хадиса достоверного. О, я понял теперь, почему мусульмане не читают Коран. То есть Коран чтобы... и хадисов одна сила, да, это так, грубо говоря. Как не понял насчет хадиса? У Корана и у хадисов, то есть, как тебе сказать, они равнозначны, нету такого, да, то, что одно выше другого стоит. Ну, да, как бы они дополняют друг друга. Ага. Значит, так, если ты истинный мусульманин, то есть ты не можешь отрицать достоверные хадисы. Нет, нельзя. Даже одну букву, если ты пытаешься не принять оттуда, исказить ее каким-то образом, то ты вылетаешь как шампанская пробка из бутылки, вот так вот из ислама. Вот еще один вопрос. Вот, допустим, вот мусульманин, который говорит, вот, я читал вот эти хадисы, а дальше то, что все, что с ней произошло, сейчас я не буду говорить, чтобы трансляцию не заблокировали, это было в 9 лет. Если он это отрицает, то есть он идет уже против своей веры, да, против религии. Ну да, конечно. Ну, проблема в том, что среднестатистический мусульманин, который вот как и христианин, который верующий человек, да, вот он просто верит в Создателя, ему не сказали вообще о таком. Понятно, что на Ближнем Востоке это все знают, но вот Северный Кавказ, я не знаю, там в некоторых азиатских, наверное, странах, там ближе там к Европе, люди, которые практикуют ислам, вот среднестатистически, они вообще не в курсе всех этих прелестей, да, в кавычках. И ты, когда им это рассказываешь, у них сразу, короче, вот такая реакция отторжения, да, включается. У меня, кстати, тоже такое было, вот, когда я услышал, что там 9-летняя туда-сюда. Я так офигел, да, как это, так, пророк Бога, что такое, не понял. Это что такое, я спросил у вот этих там балаболов, да, которые, короче, Можно сказать кое-что про... религию распространяли, там ходили. И мне сделали такой, ну, легкий наив. Мне объяснили, что типа это неправда, это кефиры специально хотят там опорочить, короче, пророка. Ей было там 18-19. И я все сразу, у меня все вопросы сразу же пропали. То есть, во-первых, на тот период не было ни гугла, короче, ни доступа, да, к вот этой информации. Во-вторых, просто защитная реакция, да, вот внутри меня, внутри любого человека, я думаю, который верует вот так вот, и ты ему начинаешь потом какие-то несостоятельные вещи на них указывать, и любое, скажем так, даже легкое оправдание, да, там, или альтернативное какое-то мнение, оно более приемлемо становится, чтобы человек, когда вот с таким столкнулся, и это же нелегко, да, вот так, психикой, да, вот ты то, во что ты веришь, потом раз в один момент ты что-то услышал, и ты пытаешься это каким-то образом там
переживать, да, у себя в голове, и тебе раз подкидывают, типа, это недостоверно, это евреи там написали, это еще что-то. И тебе это легко, как бы, самый легкий вариант поверить этому, да, действительно, потому что ты не представляешь, чтобы пророк, окей, опять-таки же, на Ближнем Востоке там это нормально, если наоборот, короче, в религию затягивать удобнее, предлагая вот 9-летний какой-то брак, то там, наверное, каждый второй, наоборот, я, короче, истинный мусульманин, сразу в строй станет. А вот где другая культура, там, наоборот, ты когда это слышишь, ты начинаешь там, у тебя все переворачивается, и потом тебе, там, короче, 18-19 лет, и ты пытаешься, все правильно, все сходится. А то как это так, пророк от Бога, он что, PDF, что ли, был? И вот таким образом многие люди просто отталкивают это, отторгают. Поэтому вот такая Ибрагим, ситуация. еще у меня один вопрос, вот то, что вы сказали, то, что невозможно, то есть верить в ислам, не признавая вот хадисов и аятов. А вот где мне это вот можно вот прочитать, потому что если я ему так скажу, он мне скажет, вот опять ты вот этот антиисламофоб, там всякие ярлыки на меня наклеит. Я когда пытался вникнуть в этот вопрос, Там является ли сказано о мусульманином... людях, которые уверовали в часть Писания, про это есть аят. Потом есть в Маида, в суре Маида, так, как он правильно? Те, кто запрещает, тех, кто запрещает то, что дозволено Аллахом, наоборот, кто искажает Писание, надо поковырять, то есть, я сейчас навскидку не помню, но это все есть. Я когда пытался разобраться в этом вопросе, может ли мусульманином быть тот, кто не читал Коран, да, оказывается, может быть. То есть ему вот рассказали что-то, он шахаду прочитал, все, он мусульманин, а тем более там по рождению, даже если он ничего не знает. То есть это не меняется ему, как бы никак не уменьшает его. Это все дозволено, все нормально. Можно сказать, короче, кое-что рассказать хочу. Короче, прикольная ситуация такая. Так, говорите, пока я чуть-чуть занят. Единственное, вот я бы сказал, там внизу пишет какой-то Тим Берг, по-моему. Тим Берг, зайди, давай поговорим, подискутируем, что ты хочешь сказать. Короче, я поговорю, я сейчас скажу. Где я бредил, объясни мне на это, может, я действительно где-то бредил, подправишь меня. И еще вот тема такая, да, когда христиане, скажем так, обсуждают вот это конкурирующую религию, да, это все-таки это выглядит, не совсем, как бы помягче выразиться, да, потому что там дофига есть, что друг у друга там в чем покритиковать и так далее. Хотя вот лично для меня христианство абсолютно мне не мешает оно, пока оно там, если вдруг оно не начнет посягать на мой самобыт, на мою культуру, а так. Короче, такая тема. И это немного дискредитирует наш чат тоже. Почему? Потому что мы не призываем там свое общество отойти от одного в пользу другого, да? Мы просто стараемся как бы пробудить, да, общество, чтобы его кто угодно не манипулировал им, там, не дебилизировал. Вот так, когда слегка, когда о таких темах говорим, это нормально, но когда мы углубляемся, это как бы наоборот, обратный эффект создает.
Я все, пока вы Нет, думаю, скажете. что это взаимоисключающие вещи. То есть, если я там говорю, у вас вот так и так, неправильно, там такие-то вещи меня смущают, потому что я христианин и вот так вижу, будет правильно, то это нормальная дискуссия. Это правильный подход. Я бы хотел, чтобы ко мне задавали вопросы по поводу христианства. Почему? Потому что если я смогу дать ответ, то тем самым человек приблизится к христианству хотя бы на шаг. Для христиан это нормально. Почему скажем так, для мусульман это ненормально, мне непонятно. Это какой-то неправильный страх, нежелание диалога. Тут не собираются, чтобы гладить друг друга по головке. Ну, видите, я вот почему это так комментирую, вот если взять христианство со всеми течениями, со всеми разногласиями, где никто друг друга точно так же не признает, ни католики, ни протестантов, ни православных, ни лютеранцев, там, ни баптистов, все остальные друг друга. И вот это вот тоже идеология, она лет 18, по меньшей мере, вернее, веков 18, немало дров наломала. И пока люди все-таки не отделили религию от государства и не вышли на новый уровень цивилизационный и не духовно как бы не разделили вот так вот с повседневным, скажем так, ну, с мирским. Ну, это большая тема. Ну, я вообще просто что хочу сказать. Покритиковать тоже много есть чего, да. Плюс то, что уже было в практике, на практике. Как говорится, можем повторить. То есть в любое время, тем более, вот как сегодня через ислам используют некоторые ублюдки там людей, да, там, в политических, геополитических интересах. Абсолютно не проблема точно так же через христианство использовать, если это возродить, да, там, всякие те же самые христовые походы, да, там, это тот же, такой же примерно джихад, только в другой вид сбоку. Поэтому, вот, скажем так, я не приветствую вот это дело, когда мы здесь там, критикуем одно в пользу другого. Ну, вот иногда в эти темы, конечно, не проблема здесь как бы. Но когда мы уже тут будем с вами миссионерчеством заниматься, да, то получится так, что у нас как бы обратный эффект, да, вот мы пытаемся наоборот пробудить людей, а получается так, что мы их еще больше усыпляем просто в другой кроватке. Вот такая тема. Хорошо, когда каждый там человек свою духовность может контролировать так, находится на более продвинутом цивилизационном уровне, чтобы вот умел контролировать. То есть те же религии, их необходимо контролировать. Не то, что там в системе какой-то государственной, это тоже, да, в некоторых случаях, когда это из-под контроля уходит. Ну вот и самому носителю религиозных убеждений, он сам должен тоже уметь это все контролировать. То есть не религия должна им управлять, а он должен вот внутри себя для религии место определить, там, для еще чего-то, да, там, и
как бы вот эта стеклянноглазость, вот этот фанатизм вырубить там, рубильник этот. Но для этого человек должен осознанным быть, да, там, на таком не поддающимся вот этим всем там, короче, манипуляциям, вообще, опять-таки же, приходим к тому, что вот религию человек должен уметь во благо использовать. Тогда это как бы все нормально там работает. Если религия стоит выше там человеческого разума, там, самого человека, скажем так, его вот этого внутреннего... Понятно твой посыл, но смотри, в чем проблема. Внутреннего компаса, да, вот когда человек не пропускает это, там, через... Ну, понятно, что можно... Всех приветствую. Когда человек не пропускает это через... Да, шалом, Ибрахим, всем шалом. Шалом, Лазик, шалом. Короче, вот такая тема, поэтому вот сейчас вот взять из одного болота, да, вот, в котором мы глубже других находимся по горло, вот оттуда вытащить своего соотечественника, чтобы засунуть его в болото какое-то другого цвета, да, или там другой, скажем так, вязкости или запаха. Нужно людей вытащить из этого и дать им возможность свободно быть свободно мыслящими. Как это говорится? Свободно, елки. Вольно мыслящими, короче. Чтобы вот через свой вот этот компас, чтобы человек сам внутри мог контролировать это дело, а не им руководило бы вот это вот предписание, да, потому что какой-то мудак сядет туда в качестве попа, какой-то гобнюк, короче, с Лубянки, и будет за ниточки опять дергать, короче, вот тебе здесь так предписано, а здесь вот так. И без разницы, ты христианин, там, буддист, короче, там. В 5 секунд можно возродить все ценности от инквизиции до христовых походов, если будет желание у манипуляторов. Ты раз 10 повторил одну и ту же мысль разными способами. Но это уже больше на проповедь похоже, чем на размышление. Слишком шумно у вас, Вячеслав. Да, потому что я в автобусе еду. К сожалению, по-другому пока не получится. Постараюсь сейчас что-то сделать. То есть, смотри, вытащить человека из плохого состояния — это полбеды. Потому что, ну, скажем так, если он не придет в нормальное состояние, то это только продлить агонию, называется. И поэтому, если вытаскивать, то надо знать, куда вытаскиваешь. Ну, там ничего сложного нету, просто человек должен думать своей головой. И вот, как я говорю, через сам контролировать вот это дело в себе. Если вот это религиозное становится выше там твоих внутренней, твоей морали, твоего вот этого аппарата, который отвечает там за плохое, хорошее, зло, добро. Если это выше этого становится, то есть религиозное, то ты уже в любое время можешь где-то шахидом стать. Я понимаю, что ты говоришь, глядя на ислам, но дело в том, что христианство, наоборот, оно основывается на морали. Оно не учит войнам, оно не учит каким-то борьбе с людьми.
наоборот говорит, что наша борьба не против крови и плоти. То есть не против Ну, людей, а видите, против... я вот наблюдаю то, что в Украине происходит, да. Казалось бы, славяне, о чем нам даже в песнях пели, эй, славяне, москали и киевляне. И те Ну, вроде православные, религия одна, а вот попы военные, они делают свою работу и ну аккуратно здесь не там надо, святой водой поливают, как не бы. надо мешать вместе муху и котлеты, потому что когда Ну, я один вот нападает вам на как раз других, об этом, да, я же как раз об этом и говорю вам, то есть это в любое время этим можно манипулировать. тот, кто нападает, всегда не прав. А, Если он не защищает свое, то он не прав. А в данном случае, ну, я думаю, что не надо лекцию делать на то, кто на кого напал. Ну, я-то согласен, это с человеческой, моральной стороны, вот так вот именно. И есть на самом деле, если ты просто, как вот мы говорили, через себя пропустишь и сразу поймешь, что ты бы 100% не хотел бы, чтобы на тебя кто-то напал и попытался бы отнять у тебя свободу твою. Соответственно, ты тоже не нападаешь. Это самый легкий способ проверить там добро, зло, плохое, хорошее. Но тут у нас все-таки же есть вот люди напали, нападают и потом, я не знаю, там святой водой поливают, Я говорят о скажу так, ценностях духовных, я говорят о скажу так, Иисусе что Христе. то, что они говорят, то, что они делают, этим самым они отрекаются сами от того, что они христиане. Это волки в овечьей шкуре. Ну Ничего вот общего с христианством они не имеют. вчера к нам заходила Елена, великолепная. И Елена нам объясняла, что изнасилование замужних по 4.24 такое нету там в Писании. Вы неправильно перевод сделали, там какой-то немного по-другому как-то сказано, что это речь идет не о замужних, а о целомудренных, короче. И это обычный процесс бракосочетания имеется там в виду. Вот Елена была не согласна с тем, что там есть такой аят о дозволении замужних, короче, если вы их захватили там. Но при всем при этом мы знаем, что основная вот эта вот часть религиозных мудаков вот этих, они как раз таки, там есть достоверный хадис, который даже подтверждает, где был ниспослан этот аят. Я вот что хочу сказать, просто там можно все что угодно найти и все что угодно опровергнуть и исказить. Главное, вот, чтобы человек вот этой своей духовностью, вот этим всем идеологиями этими мог сам управлять. Вот это важно, то есть быть выше этого. Ну вот они все и управляют кто как хочет. Их же никто не заставляет, они сами выбирают, одевать пояс шахида или нет. Это их выбор. Поэтому они так верят. А их религия, об этом говорит. Да, но В то время как Иисус, например, если опираться на то, что сказал Иисус, то ты к этому никак не можешь прийти. Те, кто не хотят шахидами становиться, шахид-мопедами, они как раз таки не правы. Они не искренни в своей вере. Они
не искренне, не до конца уверовали в Аллаха. Точно так же можно было манипулировать и с христовцами, которые христовые походы совершали. Кто его не совершает, тот не истинный христово-походовец. Вот так вот это можно манипулировать этим, я об этом говорю. Но, скажем, про крестовые походы мне сложно сейчас рассуждать, потому что там люди шли отвоевывать то, что у них было захвачено. Не актуально. Не актуально. Ну, Согласен. Сейчас... Но можно возродить. Потому что, вот как вы говорите, они же свое типа там отвоевывали. Значит, это все еще эффективный метод, который можно возродить. Как я говорил, можем повторить. Ну, пока мы не живем в Царстве Божьем, то другого способа противодействовать такому захвату в исламе не существует. Что-то не так, что ли? В исламе точно говорится, что ты там джихад должен делать, потому что по-другому ты зло не можешь остановить. И зло в неверных. И пока неверные есть, уже есть зло. И тебе их нужно привести в правильную веру, в чувство. Соответственно, ты обязан сражаться с ними, пока они собственноручно не начнут платить дань, будучи униженными. Ну вот, это и показывает, что эта религия деструктивна. Потому что христианство такого не говорит. Ну как не говорится? Так не говорится. Найдите мне слова Иисуса Христа или апостолов его, которые бы говорили, что нужно так поступать с неверующими. Приведите номер стиха или книга, в которой... Видите, я же сейчас не о номерах вам говорю. Вчера я поэтому говорю, Елена заходила и говорила, найдите мне номер, а ты ей найдешь и показываешь, она потом говорит, это ты неправильно понял. Ну, А дело в том, другой джихадист говорит, как раз таки вот так и надо это понимать. То есть у нас тут же тоже аналогичная ситуация. Тут вы говорите, что там нету такого, а другие будут говорить, как вот христово-походовцы, что не, тут наоборот именно об этом и сказано. Там даже в эту сторону мыслей нету. В том-то и дело. Для того, чтобы можно было и по-разному интерпретировать, по-разному рассуждать, хотя бы мысль об этом должна быть. В Евангелии, в посланиях даже мысли в эту сторону нет. Поэтому даже откуда взяли христовый поход? Откуда взяли? Сжигать на костре рыжих девушек. Это откуда взяли? Это очень просто. Очень просто. Это прикрылись христианством и пошли, скажем так, войной. Об этом я же вам и говорю, что... Так это не значит, что это христианство учит этому. Это люди просто... В исламе то же самое, я же вам объясняю. Вот любому, вы подойдите к любому в Европе проживающему муле, который мулит официально в мечети и все свои проповеди записывает на видео, то есть подотчетен государственной системе. Он вам никогда не скажет, что нужно где-то джихад делать, там на кого-то нападать. Он вам самым розовым и пушистым будет казаться. Вчера Елена же зашла, она вообще до того розовая и пушистая, что даже розовость и пушистость на ее фоне меркнут. Вот такая у нас тема. А потом другой какой-то скажет, ты что, долбанулся? Тут же вот так и прописано как раз.
Поэтому человек, я что хочу сказать, человек должен выше этого быть, то есть уметь разделять. Без разницы ему религия, там еще попы какие-то, кто угодно что-то ему втирает, он должен быть морально, там, нравственно, умственно подкованным, чтобы не становиться жертвой для манипуляций. Вот что важно. Но вот в христианстве это звучит так, что человек должен быть верующим, а не религиозным. Потому что, скажем так, религиозные традиции, правила, установления могут противоречить тому, чему учил Христос. Если они не противоречат, пожалуйста, иди. Если противоречат, то ты должен, скажем так, остаться с этой традицией или выйти из этой религии. Скажем, поэтому в христианстве много течений. Потому что согласиться, например, с тем, что можно за деньги откупиться от грехов, купить индульгенцию, как это предлагала католическая церковь. Я думаю, что здесь человек, который хоть раз читал Новый Завет, понимает, что это полная ересь. И мириться с этим, это значит, что ты должен покориться этому, ты должен также думать, ты должен также поступать. Ну, извини, тогда и пожнешь то, что сеешь. Я думаю, что это Елена, она тоже пожнет. Мощное, да, должно быть мощное государство, которое способно контролировать всякие дебильные процессы и не допускать, чтобы в обществе происходили вот такие, скажем так, дебилизирующие это общество, там, манипулирующие им какие-то процессы. Вот, к сожалению, у нас там, у чеченцев, мы, скажем так, самая удобная жертва, самая легкая жертва, потому что у нас некому за нас постоять, да, какие-то предотвратить процессы, какие-то направленные на нас манипуляции, их полностью отсечь. И вот общество очень важно, чтобы в такой ситуации было как минимум вооружено, там, подкреплено, подковано. Поэтому вам надо, скажем так, вот, разговаривать с вашими людьми на эти темы для того, чтобы через окно Авертона вывести их из этого состояния, чтобы они сами думали, они сами, ну, скажем так, учились рассуждать, понимать о последствиях негативных. С людьми надо разговаривать об этом. Что, я так понимаю, вы и делаете? Просто и я со своей стороны, меня не слышно, наверное. Плоховато слышно. Да, потому что когда у народа все его ценности духовные и моральные, нравственные, они находятся в его народе, да, вот, все святое исходит как бы из среды этого, изнутри этого народа, то есть все святыни, все являются там твоей родиной, твои предки являются твоими какими-то святыми сынами там Божьими, да, посланниками, тогда это нормально, так и должно быть. Когда ты подсажен на чужую какую-то тему, и твое все святое находится где-то на чужой территории, в чужой культуре, там, в чужой какой-то среде, то ты уже очень слабенький.
общество становится слабым, подверженным там. То есть без стержня, скажем так. У него У не меня бывает вопрос к вам. стержня. Вопрос к вам. Как вы думаете, Европа и Америка были христианскими странами? То есть у них христианская мораль была на уровне государства. То есть, скажем так, и при этом общество начало потихонечку процветать. От дикого капитализма, феодализма, от дикого капитализма перешло к цивилизации, то, что мы называем. Там свободный рынок, ограниченные государства и так далее. И процветало при этом. Естественно, христианство не стало руководящим ни в одном государстве, так чтобы все проверялось, допустим, там Библией и так далее. И как вы думаете, почему сегодня так сильно все изменилось? Потому что ни ЛГБТ, ни глобалисты, ни социалисты не имели бы силы что-то сделать, если бы, скажем так, христианские ценности оставались таковыми. Как это произошло, по вашему мнению, такой переход? Сейчас буду чуть-чуть руки заняты. Вы слышали мой вопрос, нет? Так, я все здесь. Выключите, пожалуйста, Вячеслав, микрофон, у вас слишком шумно. Благодарю. Сейчас. Насчет этого вопроса, как в христианском мире удалось достичь вот этих вершин, как раз таки не христианском, вопрос как раз, как этот западный мир деградировал с христианского во всякие ЛГБТ, там, социализм. Как раз таки западный вот этот мир, он на данный момент он лучше всех остальных, как бы лидирует вообще по человеческим ценностям, по гуманности, по толерантности, по вообще, скажем так. Но это остатки от христианства, которые сейчас не популярны. Да, это удобство, скажем так, свобода, вот это вот все. Как раз таки на Западе, Запад лидирует в этом плане. Вот Европа, Америка, Канада, американский там материк, северная его часть. Короче, являются лидерами. И вот они добились этих успехов благодаря тому, что сумели религию определить в церковь. То есть загнали религию в церковь. Вот загнав эту религию в церковь, эти страны им удалось
выйти как бы в дамки. Поэтому там сейчас Но как бы вы путаете, самая благоприятная среда для человека. вы путаете левую и правую руку. Потому что именно церковь, именно христианская мораль, она послужила к тому, что Европа стала процветающей. А сейчас в Европе идет спад. Сейчас идет разложение, сейчас идет Как деградация это Европы. христианство послужило, когда наоборот, только после того, как его определили, отделили его от управления обществом и оставили, Речь идет не в управлении. оставили как духовное дело, короче, как личное дело каждого человека, да, и вот кто хочет им пользуется, кто хочет им вообще сильно, короче, в него уходит, кто хочет вообще отдаляется от него, и только таким образом, только после того, как вот это им удалось, эти страны, они стали процветать. То есть они перестали быть подконтрольной церковью. Да, перестали быть подконтрольной церковью. Да, перестали быть подконтрольными церкви и взялись за ум. То есть основывались не на предании 2000-летней давности, а вот здесь и сейчас начали развиваться. И начали своим умом действовать. Поэтому эти страны добились успеха. Да, некоторые гуманные, моральные вот эти вот нравственные ценности, они из христианства еще присутствуют. Опять-таки же, как я говорю, пропускаются через вот этот вот внутренний компас этого общества. То, что неприемлемо, да, там в христианском мире сегодня, в этих странах, это дело, оно отодвигается. То, что приемлемо и наоборот полезно для общества, его оттуда берут и все. Поэтому вот так вот наладили. Я согласен с вами, что когда церковь отделили от управления государством, это был хороший момент. По причине того, что как минимум туда лезли люди, которые совершенно не были христианами и имели совсем другие моральные ориентиры. Так же, как, например, в Папы Римские сейчас там история показывает, лезли все, кому не лень. Те, которые вообще не были христианами, даже попадали туда. Но дело в том, что мораль, которую привили обществу, то она вывела европейское общество на этот уровень. Именно христианская мораль, именно учение Иисуса Христа. Дело в том, что сейчас, благодаря изменениям, которые произошли, европейское общество отказалось от этой морали. Опять поэтому видите, сюда пришли. вы переиначиваете вот это все. Опять, если мы возвратимся во времена, когда как бы церковь управляла всем, тогда как раз и была и инквизиция, и всякие вот эти... Так я же и сказал, что когда ей дали власть, то в управлении церковью пришли люди, которые ничего общего с христианством не имели, которые преследовали свои цели. И поэтому, когда вы посмотрите, что они вытворяли, это на голову не наладит. Видите, Ничего общего с христианством не имеет. Вы будете вот как какой-то ваххабит, да, который пытается оправдать свою идеологию, вот, как ты ему рассказываешь про его хадисы, про его... Так вы ничего не говорите по Библии. Вы, наоборот, рассуждаете в отрыве от Библии. Его пытаешься ему показать, что на деле вот за 1500 лет религия, ислам абсолютно ни к чему
никакую пользу не принесла обществу, да, он тебе там из кожи вон лезет, начинает говорить, что какую-то алгебру там создали, что вся медицина от какого-то Ибн Сины пошла, что, короче, алкоголь это тоже изобретение мусульман. И все остальное, да, там, библиотека, там, хотя у нее название библиотека. То есть у нас примерно вот одинаковая параллель здесь происходит, да, вот. Поэтому Никакой параллели не вижу. то, что вы рассказываете, вот то, что мы видим на факте, да, в реалии, это все после того, как религию отделили от государства, только после этого успешно начали эти страны процветать. И вот то, что мы видим, идет как раз благодаря этому. Опять-таки же, то, что берут из христианства, его сегодня берут полезное оттуда. Все, что вредит, его не берут. Дело в том, что назовите мне, что вредит в христианстве. Например, вот в странах Европы есть организации, такие организации, как Каритас, Ваши пустые слова получаются. Красный Крест. Ничем не подкрепленные. Это ваши какие-то умозаключения на непонятной основе, на непонятных фактах. Со мной говорите в Вода. унисон, у вас, видимо, интернет включить там. Повторяюсь, в Европе есть такие организации, как Красный Крест, ИТО, Каритас. Сейчас навскидку не помню, и много-много других. Там Химаят, не Химаят, короче. Это все на основе христианской вот этой вот гуманности. Это нормально. Поэтому вот эту часть, когда ее взяли и сюда приобщили, это нормально. Но оно не управляет государством. То есть люди и государство это все контролируют. И поэтому вот создают себе нормальную среду. Еще раз попытаюсь донести. Еще Христос учил, что отдайте Богу Богову, а Кесарю Кесарева. То есть не лезьте, скажем, управлять государством. Почему? Потому что, скажем так, политика – это довольно грязное дело, где христианин не может выправить. Туда приходят люди, которые называют себя, могут, если им выгодно, называть христианами, будет выгодно, будут называть мусульманами, будут чертом себя называть, лишь бы дорваться до власти. Поэтому не надо путать, скажем так, христианство, учение Иисуса Христа с тем, что люди делают, называя себя таковыми, не являясь таковыми по сути. Вот все, что вы сейчас сказали, Вячеслав, все, что вы сейчас сказали, вместо слова христианство поставьте туда ислам, вместо Иисуса Христа поставьте туда пророка Мухаммада. И это ответ вашей критике мусульмана. То есть точно так же мусульманин может вам ответить, что ислам это все хорошо, там мусульманство, а вот какие-то ублюдки, они все исказили. Иисуса Христа, где вы ничего подобного не найдете, что найдете у мусульман. Ничего подобного. Поэтому сравнивать эти несравнимые вещи нельзя. Учение мусульман учит ненависти, учит убийствам, учит захвату в рабство, учит насилию над детьми, над женщинами. Ничего подобного, даже близко, в христианстве нету. Не надо делать такие сравнения. Это какой-то, сатанизм получается с вашей стороны. Подождите. В христианском мире когда от рабства отказались? Найдите мне
в Библии, в Новом Завете, где учат, что надо Ну, вы иметь видите, рабов. опять вы меня Да, сейчас потому как что, вот потому что Елена я в начинаете основе рассказывать здесь, учения, где-то что-то искать. Я вам как раз в основе лежит учение, рассказываю, а что потом поступки. когда, Если когда поступки не вот соответствуют на этих учению, то это землях ничего общего не имеет. главенствовало, вы в унисон говорите, смотрите, когда на вот этих территориях главенствовало христианство, то есть стояло во главе государств, когда церковь всем рулила, у вас происходило, у вот этих людей там в прошлом происходила вот эта вот тема, где были рабы, где были все вот эти прелести, где люди не развивались, да, не учились. Вот эти, то есть там дофига можно чего найти сейчас. Когда христианство, церковь была во главе, где-то написано, там что-то не написано, я же вам как раз об этом и говорю. До бесконечности это можно интерпретировать все, манипулировать этим. Вы опять запрягаете что вы повозку среди можете, лошади. да, вы можете в религиозном каком-то стихе одном из него сделать, как из пластилина, все что угодно. Если ваш пациент, ваш клиент, он готов, то есть вот готовенький есть, он вас слушает, ваши вот эти байки там религиозные, он будет вам уши полностью растопырит и будет вас слушать и хавать, улыбаться, короче, я не знаю, там, кайфовать там от ваших вот этих, будь это там с 9-летними там жениться, сношаться, все что угодно, и будет на себе тельняшки рвать и с вами, короче, готов быть там грызться за это. Вот такая, к сожалению, ситуация. Вот чтобы я хотел, дорогой друг, это вместе с вами почитать Новый Завет и порассуждать над ним, чтобы я вам, скажем так, говорил свою точку зрения, о чем я прочитал, а вы мне пытались извратить ее. Вячеслав, никакого смысла читать Новый Завет, абсолютно его нету. Почему вот у вас Новый Завет, да? Смотрите, вот у вас Новый Завет. Почему? Католики его неправильно читают, что ли? А с протестантами что не так? А с баптистами, баптистов куда девать нам? Лютеранская церковь. Я протестант, я баптист. Ну, в чем видите, проблема? Вы баптист, вот вы как? У вас другое Евангелие или то же самое? То же самое. И в чем проблема тогда? Проблема в том, что мы утверждаем, что то, что есть в учении Нового Завета, в учении Иисуса Христа, вот это самая правильная точка зрения. Все остальное, скажем так, попытки поставить какие-то другие авторитеты над Словом так Божьим. Нам то же самое вчера Елена говорила, которая зашла. Самое главное это следовать Корану. И нет, то, что а там вы прописано поймите, это большая разница. про захват женщин 4.24, она говорит, что это вообще вы неправильно поняли. И Ибн Касир, и все вот эти параллельные течения, они все дебилы, короче. Вот ее какая-то эта интерпретация самая правильная. Поэтому приходите к ней. Тут смотрю, Доминатор пишет, я тоже баптист, баб люблю. Скажу, Доминатор, ты не баптист, ты грешник, и ад ты любишь. Где, в принципе, можешь очень скоро оказаться. Про баптистов не знаю, у нас там по соседству был не баптист, а бактист. Через Г, бактист. Не знаю такого течения, ничего не могу сказать по этому поводу. Такой прикол был. Просто я смотрю, ты даже не знаком с Новым Заветом, ни разу его не прочитал, и поэтому у тебя такое впечатление, что это то же самое, что Коран. Я уже заведомо знаю, Вячеслав, просто видишь, в мире, видишь. Смотрите, в мире существует вот
Вот смотрите, католическая церковь, Папа Римский, вы полностью согласны с ним? Нет. Ну, Я не видите, согласен с тем, что он оправдывает, что гомосексуализм это тоже любовь. Я не согласен с тем, что он защищает, когда священники занимаются педофилией, а он покрывает это. Я не могу ну с этим все, видите, согласиться. мне читать ваше писание уже нету смысла. Почему? Потому что сам Папа Римский, со всем его вот этим, там, их всей цепочкой наследия вот этого, да, от одного к другому, все эти Папы Римские вместе взятые, и римские все церкви, короче, их какие-то труды там, их наследие, все, оно смыто в унитаз. То есть уже никакого смысла дальше читать. Они все оказались тупыми, какими-то профанами и прокололись. Нет, Никто у них очень есть хорошие исследования, очень хорошие размышления над текстами Библии. Да, У них очень у хорошо ваххабистов поставлено тоже, обучение. у ваххабитов тоже есть много там хорошего. Платить, давать милостыню, например, с родителями, короче, быть очень, скажем так, ну, вести себя нормально, короче, с ними. Но это не значит, что все католики такие, скажем так, извращенцы. Я этого не утверждал. Среди них тоже есть люди, которые по-настоящему верующие, христиане, которые спасенные Иисусом Христом. Я и вижу это в любой конфессии. Абсолютно читать за редким исключением. Священное Писание для христиан, вот, для меня нет никакого смысла. Почему? Потому что вот проанализировав, что на всех этапах, вся вот эта цепочка католического движения, оно оказалось не провод, тогда как я какой-то там чеченец, какой-то вообще, скажем так, абсолютно неграмотный, не подкованный, не религиозно, там, и во всем многом еще тоже вообще профан полный. Каким образом я могу этот дзынь, ну, грубо говоря, познать, если он на всех, в нескольких веках, короче, вот эти все тысячи, если не миллионы людей, они были заблудшими, то, блин, у меня вообще же шанса нет. Почему? Бог говорит, что с искренним он поступает искренне. То есть, если ты действительно хочешь понять истину, если ты действительно хочешь понять, к чему Бог призывает, то он тебе сам это откроет. Он сам тебе положит это на сердце. В исламе то же самое. Один к одному. Ну, пожалуйста, не сравнивай ислам, Коран с Новым Заветом. Ну, пожалуйста, не делай этого, потому что ты не читал, ты понятия не имеешь, о чем он говорит. Я понимаю. Но я знаю, что вот любой какой-то ваххабит, который он внизу гадости мне пишет, он тоже самое не хочет, чтобы я сравнивал его ваххабидизм с вот этим христосовским учением. Вон даже меня матерят, там внизу сидят петушки. Тут кто-то задает вопрос: твой Иисус спасает педофилов, которые приняли его. Смотри, дорогой друг, Иисус меняет сердце любого человека, независимо, что он делал раньше. И педофил, он понесет свое наказание от людей, когда это откроется. Но Бог меняет сердце, меняет мысли настолько, что перед тобой другой человек, который ненавидит этот грех, который будет против него восставать. И когда спросят, почему ты это делал, он скажет: я не верю, что я это делал, потому что я с этим ничего общего не имею, не хочу иметь и не буду иметь. Я понимаю, что тебе тяжело это принять, но вот Дух Святой настолько меняет сердце человека и разум по вере в Иисуса Христа, в то, что сделал Иисус Христос, что это другой человек становится перед тобой. И бывший враг становится другом.
Извини, я все сказал, пытаясь ответить на вопрос, там, который внизу был написан. Можешь продолжить свою мысль. Ну, я, в принципе, объяснил свою позицию. Угу. Все, Ну, я скажу, что в что если христианстве, ты... вот все, что Да. хорошее в христианстве, Вячеслав, я полностью приветствую, да? Все, что хорошее. Опять-таки, я вот человек со внутренним компасом, которого вот именно с таковым создал, ну, Бог, да, там, Создатель. Вот через этот компас я буду пропуская все, да, и для меня будь это в буддизме, в исламе, в христианстве, в иудаизме, что-то человечное, что-то, Ну, то, что советую тебе приносит. все-таки прочитать Новый Завет для того, чтобы различать, Не, кто я христианин, а кто заведомо, называется таковым. Вячеслав, я заведомо, я же поэтому говорю, даже вот не читая, да, вот как бы мысленно, дистанционно, или как это правильно, просто заранее, скажем так, я все, что там человечное, все, что там людям делает добро, полностью на 100% принимаю. Бхарман, кстати, говорил, что ваш народ до мусульманства был как раз частично христианами, частично язычниками. И думаю, что вот оттуда как раз мораль, которой вы следуете и которая вам не позволяет смириться с мусульманской моралью, как раз оттуда идет. Мораль у нас идет от своей традиции, свои поверья. Ну, у нас, Это не да, христианство. вот как приветствуем, Диоген. Как раз таки День добрый, Гегель. полностью какие-то религии мы никогда там не принимали, да, во всей, скажем так, во всей их мере. Но частично у нас даже вот вечер четверга, там пятница, даже вот Эриска по-чеченски это пятница. Школа. Да, от вот этой Прасковья, оттуда идет это название, там Великая Мученица, туда-сюда, по-моему, 2 век или когда это. Ну, какие-то вот эти у нас там моменты, они как бы в нашу культуру вписывались. Но полностью там, да, ну полностью там ни ислам, ни иудаизм, ни христианство на полную катушку никогда не принимали. Это вот сейчас, когда с России нам завезли вот эту литературу всю, вот сейчас только у нас истинный ислам появился, а до этого там вообще другая тема была. Да, я понял. И Бхарман хорошо эти моменты раскрывал, объяснял, почему и как заставили вас принять мусульманство. Ислам. Да, мне жаль ваш народ. Но я думаю, что Запутался ну, народ. вот та же проблема, которая есть сейчас в Европе, когда она отказывается от христианских ценностей, от моральных ценностей христианских, да, и переходит к каким-то другим ценностям, как ЛГБТ, как там всякая всячина. Лесбиянство. Ну, это часть ЛГБТ, да. То это другие ценности, это не христианские ценности, и поэтому это общество будет деградировать. К сожалению, в Библии есть пророчество о том, что закончатся времена язычников, когда Бог будет работать и спасать людей не из еврейского народа, а из других народов. И я вижу, что эти времена очень, очень близко. Но потом Бог начнет опять работать с Израилем и спасать евреев.
Я сейчас опять отправляюсь по маршруту, поэтому будет местами пропадать у меня связь, так что Да, еще, э, ну, ты запутался в этом плане, чеченский народ. Диоген, приветствуем вас. Приветствую. Машо, Здравствуйте. добро пожаловать, будучи свободным. Ну Вы да, откуда, просто Диоген? Казахстана. Вы ну, мусульманин? Хармат очень хорошо этот вопрос Да. освещает по поводу истории и судьбы чеченского народа, и я согласен с ним, что э, можно и нужно разговаривать с людьми для того, чтобы они опять учились, скажем так, думать критически, делать правильные выводы, понимать, что, чем это грозит в будущем, та или другая позиция. Ну и, соответственно, скажем так, принимать решения самостоятельно. Я только за. Надеюсь, что Бог благословит чеченский народ, и он будет и сильным, и процветающим, как он того заслуживает. Ну да. Взаимно благодарю за пожелания ваши. Диоген, вы не ваххабит случайно? Нет, я наоборот хотел задать вам вопрос. Давайте. Сейчас сложная ситуация у чеченцев, ну, еще происходило, когда были чеченские войны. Вот, получается, чеченцы же разделились, если мы берем первую чеченскую войну, тогда были более некоторые светские чеченцы, да. Допустим, Джохар Дудаев, как по мне, не был прям ярым каким-то мусульманином, да. Но вот же появились там Хаттаб, Шамиль Басаев и так далее, вот. Но с одной стороны, они как бы защищают землю, с другой стороны, они начинают как бы фанатично преследовать идею там Кавказского Эмирата, или как это называется. Вот вы как к этому относитесь, как чеченец? Я к этому отношусь как к целенаправленной политике, которую провели против нашего народа, чтобы всячески дискредитировать нашу национал-освободительную борьбу, наш вот этот вот курс изначально на независимость, на государственность. И таким образом в глазах мировой общественности полностью дискредитировать нас, да, вот изначально вообще русские, когда вторглись к нам, когда на нас нападали, когда в нашей среде создавали так называемую там оппозицию каких-то вот этих халуев, которые вооруженные там с российским оружием, там вместе с русскими действующими офицерами, с их техникой, авиацией, полностью там врывались пару раз в нашу республику, там были на голову разгромлены. И вот эти, скажем так, дискредитирующими действиями потом сами же русские, которые устраивали вот эти военные, скажем так, вылазки, конфликтные ситуации, их всему миру преподносили, как будто бы среди чеченцев, внутри чеченцев какие-то вооруженные люди конфликтуют между собой. А ну-ка, сложите оружие, бандиты. Вот мы вас сейчас придем, короче, устанавливать там, восстанавливать конституционный строй. И когда это все не сработало, и под зад пинком надавал, весь народ встал, он в 96-м году вышвырнул оттуда русских, заставил сесть за стол переговоров, подписать договор о мире, там, о перемирии и так далее. Вот тогда в ход пустили уже исламский фактор, через который вот перед всем миром, сейчас вот ты в мире кому-нибудь подойди, скажи там о чеченцах, они ни хрена нас не знают, что мы независимое государство, не знают, что мы вот так вот после развала Советского Союза, что чеченцы послужили тому, что бывшие союзные там советские республики сейчас стали государствами, что Восточная Европа отползла из-под русского влияния. Все даже смешно им становится, когда ты им пытаешься это объяснить.
Но при всем при этом мы еще выглядим какими-то там ваххабитами, террористами, исламистами, виновными. А русские как будто бы спасители цивилизованного мира от вот этой вот херни, которую они сами нам взяли и закинули. Да. Ну, тут момент, да, то есть, когда, допустим, разговаривал я с, ну, то есть, людьми об этой войне, да, из России, они часто упоминают то, что, допустим, чеченцы, к примеру, если, ну, типа, вот мы видим, что с Чечней бы произошло, если бы они обрели свою независимость. Это показал нам 97-й год, 98-й год, потом 99-й, когда они вторглись в Дагестан и так далее. Вот они так говорят. Вот, ну, и мне вот интересно узнать, я в этот момент задаю им вопрос, ну, получается, сейчас... И что на тот момент делала Россия, и что сейчас делает Россия. Это разве своего рода не терроризм? То, что вот они вторгаются в чужую страну, убивают там людей, взрывают дома, убивают семьи, сжигают и так далее. То есть какая разница, что, допустим, ваххабит будет, допустим, отращивать бороду, кричать «Аллаху Акбар», да, и там делать что-то, да, такое, убивать там. И что будет делать это российский солдат? Все равно суть-то одна, что они убивают людей. Да, за три дня освобождая Киев. Ну да, то есть Грозный за 2 часа, Киев за 3 дня, это уже понятно, что это все Ну, видишь, тут даже в преддверии вот этой русско-украинской войны, даже в преддверии этого они собрали, короче, вот этих исламистов здесь по всей Европе, ну, через своих вот этих агентов, посадили их и как бы провели там какое-то джумуа совещание, там маджлисуль шура, хиршуль хура, шура, что-то такое. И заявили, что там объединяются все на основе там какой-то Низам 2003, которого арабы какие-то в кустах там приняли. И как бы по Корану и Сунне, что Чеченская Республика должна стоять на этом. Да, и после этого через полгода нападают на Украину. И вот все, что даже оставалось, да, вот это в политическом плане насчет нашей государственности, насчет нашей республики, его как бы этот весь остаток его тоже перевели в статус вот этого исламистского какого-то движения, да, и чтобы никто случайно даже близко не осознал, что Украина агрессия, которую совершают, что она такая же 100% аналогичная агрессия. И создать такой образ, что это вообще разные вещи. То, что было в Чечне, это установление там слова Аллаха, халифатов, шариатов, а в Украине это уже более понятно, да, там за независимость, чтобы там не захватили там Украину. То есть вот так вот это работает все. И здесь вот эти вот дебилы ходят, лазят, даже не понимают, что их там отымели, использовали. Вообще вот этому любому ваххабиду ты вот сколько не объясняешь политическую ситуацию, у него вот как ты берешь, горох взял в руку и об стену вот швырнул, он отскакивает. Опять берешь горох и вот так об стену кидаешь, и вообще ты бесполезно там, понимаешь? Будешь вот так стоять, об стену горох метать. И эти дебилы, кроме там исляма, там рыдают, ноют, короче, ходят. Это нас кафиры хотят там. Можно я одну фразу вставлю? Можешь объяснить, как обезьянку разводят, да. Я сам русский. Ну, это родился таким, как говорится, эти вещи не выбирают. Но я знаю одно, что Россия должна развалиться на части, иначе она не даст жизни никакому народу, который есть вокруг них и на земле. Это такое впечатление, что это на сегодняшний день это чистое зло. Поэтому нужно понимать, что бы за этим ни последовало, это будет благо для всех народов. Ну, конечно, да. Алло, меня слышно? Я согласен.
с вашим мнением, что да. Надо задуматься, как они будут самостоятельно управлять, какие органы власти они организуют, если это произойдет, чтобы не попасть в зависимость от других. Да, нужно вот создать какое-то грамотное общество с четкой идеей, иначе будет просто безобразие происходить постоянно. Поэтому я слышу, у тебя молодой голос, ну, скажем так, считай, что это задача вашего поколения, которые видят реальность, как она есть, и понимают, что так ничего хорошего не получится, если это все так оставить. Поэтому, чтобы вы думали в эту сторону, организовывались в эту сторону, рассуждали над этим, иначе ничего не получится. Вячеслав, вот вы для меня находка, да, я, наверное, только несколько русских знаю, которых на пальцах можно пересчитать, которые вот такого мнения, как вы. А вот вопрос к вам, да, там, навскидку. Вы считаете, что чеченский народ вот имеет право жить в своем государстве независимым, отдельно от России? Конечно, как и любой народ имеет право на самостоятельное управление своим государством, своей территорией, иметь свою культуру, свой язык. Но если там, например, будут знать несколько языков, кроме своего, это только будет плюс и минус. Допустим, там чеченский, английский, там, не знаю, там русский, еще там какой-нибудь. Это только положительно скажется на развитии государства. Насчет языка, кстати, у нас в Конституции прям в этой, то ли в преамбуле там как раз таки подкреплено было, что русский язык является наравне с чеченским государственным языком. Ну, я бы не делал его государственным языком, я бы просто, я за то, чтобы люди сами при желании построить взаимоотношения, там, учили другой язык, тогда и русские будут желать выучить чеченский, если хотят с ними иметь, там, допустим, торговые отношения, там, еще какие-то культурные отношения, потому что так иначе получается, что русский язык какой-то привилегированный, и русским не надо учить чеченский для того, чтобы с ними общаться. Это неправильная точка зрения. Здесь должно быть все на общем основании, как в принципе это вот в свободном рынке работает. То есть, если я там чего-то хочу, то я прилагаю к этому усилия, потому что не потому что меня заставили, а потому что я вижу, что это. Я вообще-то сторонник того, чтобы в будущем в нашем государстве, если этот мир справится с тем, что сегодня Россия вытворяет, если это не выльется в какой-то апокалипсис, да, в чем тоже есть угроза. И вот как-то принудят там Россию соблюдать мировые порядки, там, придерживаться каких-то там законов, то я, например, сторонник, чтобы в Чеченской Республике по меньшей мере были два государственных языка. Это чеченский и английский. А вот русский язык, там, французский, немецкий и все остальные, их как раз таки нужно дополнительно. Все языки, они должны как бы изучаться в государстве.
Да, тем более, что сейчас искусственный интеллект очень сильно может в этом помочь при желании человека. Маршал Лошек, приветствую участников этого чата. Пошел, День добрый. Вы Относительно сейчас того, в данный что... момент живете в России, да? Кто именно? Вы. Я нет. Я 26 лет прожил на Украине, у меня дети украинцы, жена украинка. Как началась война в 22 году уже полномасштабная, я уехал в Европу, вывез жену и дочку. Сын остался в Украине со своей семьей. Желаю вам всем удачи. Спасибо за хорошее, доброе пожелание. Вот что хотел сказать. Вот я где-то в 2003 году тоже выехал с России. Ну, в начале года так было, январь, февраля, вот так. И потому что мы хотели отделиться, всего лишь только что мы хотели, только отделиться и жить. Ничего не перевозим, ни землю, ни людей, мы живем в том же территории. Как сын, бывает же, вот, как к примеру я привожу, вот, сын вырос, все, он хочет отдельно от отца, хотя они родственники, близкие, отец и сын. Но живут же, в гости ходят друг к другу. Да, конечно, это нормально. Да, к нам за это, то, что мы хотели отделиться, оболгали только как могли. Все мыслимые, немыслимые отражения, которые имеет весь мир, вот эти организации террористические, навязывали нам, хотя мы даже не знали, только тогда узнали их имена, потому что тогда работало российское телевидение. И было такое время, что вот этот Афганистан, люди, мы их не знали. Мы же так не могли передвигаться в то время в эти страны. И нам говорили, что они душманы. И я все время, пока я не узнал сам это, через какое-то время, думал, что это действительно душманы какие-то. Но они им дали такое имя. Ну и вот эту пропаганду, она работала. Пропаганда работает. И потом к нам заехали они во всей свой арсенал. У нас же территория маленькая. А арсенал у России тогда было большое. Да. И как выехали с Афганистана, и потом заехали к нам. И все эти снаряды, все это оружие, как дождь с неба, из земли, да, очень много людей искалечило, очень много людей они похоронили. Живьем похоронили, искалечили. И вот я так уехал. Я что хочу сказать. Когда я сюда приехал, а я в то время Европа понимала, что какие-то люди знали, что где-то чеченцев убивают, что Россия ведет войну. Может, просто люди это не знали в Европе, но кто работает на государственном вот этом аппарате, они все это знали. И в то время людей как официально принимали здесь. Я тоже так же приехал, когда я он работал, там беженцы бывали, с детьми уезжали, то и раненые уезжали в Баку и в Грузию. Как-то я сюда приехал, меня здесь приняли, знали, что я откуда, что где. И у меня была переводчица, она студентка была, русская девушка. Ничего плохого насчет ее не могу сказать, это очень давно было, я сам тоже был молодой. И как-то меня не было дома, и пришли муж и жена, два русских человека.
он и она. И они как-то расспрашивали о нас. Они пришли, я их вообще не знаю, и никто их не знает. Но они как... бывает же, вот собака, когда даешь им что-то нюхать, она ищет. Вот так они искали, кто приехал, чеченцы, и они записывали. И одна женщина им все цифры семейных моих голов отдала, сколько ребенок, сколько пацанов, сколько девочек, и ушла. И я как-то сказал этой девушке: ты не приходила сюда, когда меня дома не было? Она говорит: не, я не приходила. А я говорю, там же мне сказали, что в ресепшене тоже, что 2 русских приходило. Эта русская девушка мне говорит: знаешь что, это они шпионы, они так ходят, записывают и вынюхивают все это дело. До того мне точно стало от этих людей. Да. Я уехал за границу, они за мной сюда приехали. Не только именно за мной, но за всеми чеченцами вот так. И потом они придумали свой план. Они же оболгали нас тем, кем мы не являлись тогда. Они же сами нам напечатали эту литературу тоннами. Не просто там несколько штук. 1 экземпляр там в Подмосковье 5000. Это 1 экземпляр. А там их 4 было. Это получается 24 000. Там еще очень много их столько было. Просто тоннами. И сказали вот этим европейцам, тогда у нас своего телевидения не было, и мы не могли выйти на весь мир, огласить, что происходит, и интернет тогда такого не было. И оболгали, как только могли. И вот эти люди, которые пришли, уже здесь уже шпионы сидели. Может, они спящие ячейки были, я не знаю. И они тоже распространяли насчет нас то, как они могли все это облагать нас со всеми этими террористическими организациями, специально УСАМами, МУСАМами. Мы УСАМу тоже узнали через чисто российские СМИ все это. И Аль-Каиду тоже. Я как сказал раньше, вот это афганистанцы, я думал, что это действительно, это, как они нам говорили, да. Оказывается, все было наоборот. Вот они любят оболгать людей. Разницы нету, украинец ты или кто угодно, грузин, кого угодно. Мы просто хотим, чтобы они нас оставили в покое, чтобы они не убивали ни детей, ни молодых, ни старых, ни женщин. Даже они наш скот убивали. Я лично своими глазами видел, как они сжигали наши поля. Пшеницу они сжигали. Они хотели, чтобы мы голодали. Понимаешь, как жить с такими людьми? Это же невозможно. Это же не сейчас это началось. Это очень давно идет. Где-то 400 с лишним уже это идет. Вот я буквально недавно слушал, там один поляк говорит: мы 300 лет ждали распада России. Он так говорит. Он то еще раньше он приходил в Москву и участвовал в этих дебатах со всеми вот этими скобеями, с ними. Они на «ты» разговаривали, потому что они давние друзья были. Но как Украина начала все это, они уже хотят от души, может, раньше они боялись, чтобы она развалилась, и они имеют в виду, это система, которая пришла, новая вот эта система с Путиным, чтобы она развалилась, и что они распались. Раньше же не было таких миллиардеров, там туда-сюда, вот только когда с нами они начали эту войну, когда они начали взрывать свои дома и говорили, что это мы делаем, еще ни одного чеченца они не поймали и не был пойман, потому что этого не было. Не существует такого чечена, который взрывает какие-то дома. Мы никогда такого не делали бы. Никогда спящих простых людей взрывать никогда не было и не будет. Именно я имею в виду чеченец. А если, может, он чеченец-говорящий, что такое, это уже не чеченец, это не считается. Потому что если я приехал сюда, чеченец, и говорю на этом языке, где в это государство, это не имеет
право сказать мне, что я вот этот citizen этого государства, рожденный и своей кровью всего с этим менталитетом. Нет, я чеченец, я просто проживаю временно здесь. И надеюсь, все время хочу, чтобы Россия вывела свои войска. Еще находятся там войска, чтобы они нам дали спокойно жить. Мы не нападали ни на кого. На нас Россия нападала. Мы всегда оборонялись, обороняемся. Вот эти шпионы до сих пор здесь ходят и делают всякие теракты, стараются туда завязать это, как это сказать, притянуть туда чеченцев. Они ходят, ищут молодых умов, пацаны еще не крепшие умом, они стараются их зацепить, и как они это в марафоне сделали с этими парнями. Хотя, по сути, я их не знаю, но в народе говорят, что они и чеченцы, они дагестанцы, они жили там и никогда в Чечне не были. Им кто-то какие-то паспорта сделал, а говорят на нас. Зачем нам нужен этот марафон в Америке? Вот если вот так логично разобраться, зачем, какого черта скрывать там кого-то? Что изменится? Если сравнить плюс-минус, минус чересчур большой, а плюс вообще никакого нету. Но если люди разумные, они же сами могут так подумать, зачем этим чеченцам это надо, в каком марафоне. И вот там тоже случилось с этими французами, тоже учителя убили. А этот парень, его привезли, я не знаю, маленький он был и большой был, я просто историю его не знаю. Но настоящий чеченец такого никогда не сделал бы. Напал на какого-то старика и убил его. А кому это опять же выгодно было, чтобы он так сделал? Вот ему было, говорит, 18 лет этому парню. Он же не крепким умом, молодой парень. Его обманули. И радикализируют нас, как они могут, как они стараются, сколько миллиардов они тратят, сколько они нам до сих пор мечети устроят. Потому что если тот человек, который ходит в эту мечеть, он алгебру не выучит, геометрию не выучит, физику, химию, даже литературу какую-нибудь он не выучит, да? Или биологию. Просто он будет профан в этом профессии. А что он будет знать? То когда-то 1500 лет назад кто-то где-то в степи, пустыне, песках происходило, он ему это сказал, тот ему тот сказал. Но он таким же образом, он не государство, не говорит, государство уже большое дело, он дом не построит. Он не сможет класть кирпичи даже, не говоря о химии, о физике, алгебре и тому подобное. Вот так эти русские, хотя ты говоришь, что ты русский, нам не дают жить. Мы всего лишь хотим просто жить на этом, под этим солнцем, знаешь, как все люди, всего лишь. И не претендуем на Москву или на Питер, на что-нибудь. Просто на наше. Хотя наша изначально такой маленького территории у нас не было. У нас территория большая была. Мы обороняемся. Обороняемся. И смотри, чтобы ты знал правду. Клянусь тебе, если ты меня слышишь, мы, ваших солдат, жалели. Даже первый раз им говорили, давай не будем стрелять. Разговаривали с ними. Давай, зачем нам умирать? Но они не согласились. Они сказали, что приказ был. Даже если после того, как они ранили наших, даже убили, мы их не трогали, мы их не били. Мы им давали есть то, что мы едим. Они спали, где мы спим. И вызвали этих ребят, родителей, и отдавали им. Никакие деньги не требовали, ничего. Но нам наши трупы продавали. Иногда трупы были заминированы. Бывало, гранату подложат. Тогда же мы не знали, я имею в виду Первую войну. Потом еще и вторая получилась. Опять же, они оболгали, как я сказал раньше, взрывали свои дома, все. И Басаева обманули, и всех обманули. Они мастера обманывают. Мы этого не знаем просто. Так что нас не обессудь, что мы вот так относимся к этому. Просто брезгливо вот этой системе
Я не имею в виду всех русских людей. Вот эта система, которая работает, там, что кто-то в деревне живет, себе там картошку выращивает, он никакого участия не имеет там в этой политике. А вот эти, они их тоже обманывают, их тоже убивают. Сколько они Украине убили? Вот так они работают. Поэтому мы хотим, как весь этот мир, чтобы эта система ушла куда-нибудь. Чтобы она хоть под воду, хоть в космос, хоть куда угодно. Ну, оставила людей в покое жить под солнцем. Я согласен с вами, и я думаю, что все народы, которые проживают на территории России, тоже хотят, чтобы их оставили в покое, чтобы дали им самостоятельно развиваться, так, как они считают нужным, так, как они к чему стремятся, чтобы не угрожали, не воевали там друг с другом. Но, к сожалению, на сегодняшний день Россия занимает такую позицию, что она так просто не отпустит. То есть она не даст нормально жить, грубо говоря, потому что у них четко прослеживается такая политика, что надо, чтобы люди жили плохо, тогда они становятся послушными. И они все народы загоняют, и свой народ в том числе, загоняют в нищету, делая их послушными, зависимыми. Но беда российского народа в том, что если ты правильно говоришь, что ненавидишь эту систему, и это правильная позиция, то, к сожалению, российский народ одобряет эту систему. И в этом их проблема и ответственность. Промыли мозги вот через этот телевизор, вот это разные пропагандисты там, они им промыли мозги, они уже не мыслят, как вот Ибрагим вначале сказал, как горох об стену. Вот это имеется в виду, он говорил насчет ваххабистов. Ну, в твоем роде они тоже какие-то одурманены этой политикой, которые им вешают на уши лапшу через этот телевизор, вот эти Скабаева, Соловьева, там многое. Понимаете? Это надо прекратить. Это люди должны образумиться. На дворе 21 век. Да, так вот надо первое, что сделать, это обратить внимание на свою молодежь, чтобы они воспитываются уважение к старшим, то есть и пояснять им, объяснять им, как правильно относиться, почему не надо давать себя использовать, как их используют во вред чеченскому народу, чтобы они на это не велись, чтобы они занимали правильную позицию. Второе, по возможности, скажем так, с кем имеете возможность общаться, все-таки, чтобы начали интересоваться политикой в плане того, что видели последствия своих действий, понимали, что то, что они одобряют, то, что делает Путин, это завтра, скажем так, отольется им горькими слезами им и их детям. Какая-то мода пошла, я политикой не интересуюсь. Ну, ты не интересуешься, но зато политика тобой интересуется. Она платит тебе какие-то деньги и отправляет живого человека, как убойный скот, на мясо. Сейчас уже не та война, которая раньше была. Сейчас на каждого солдата по несколько дронов. Я не знаю это, и отправляют, и миллионами ложат своих людей. Но люди должны проснуться. Это же люди с руками, головами. А не надо там Симоньяна слушать все время, или еще там их много таких. Они себе зарабатывают, от тебя он убивает в молодом возрасте. Ты уже уходишь из этого мира ни за что, ни по что. И тебя забудут. Вот эту систему надо убрать. Как-нибудь надо ее убрать. Но это надо детям объяснять, потому что взрослые, скажем так, они уже стоят на других позициях, и в первую очередь детям прививать другие ценности, учить их думать, учить их сопротивляться неправильному, узнавать, различать, почему то, что говорят телевизоры, это неправильно, иначе они пойдут тем же путем.
В Библии есть слова, записанные самого мудрого человека на земле после Иисуса Христа. Это царь Соломон был такой. То он записал в книге притчей такие слова, что «наставь юношу в начале пути, и он не свернет с него до конца жизни». Так что вот это, наверное, единственный способ, как выбраться из этой ситуации. Без крови. Когда они с нами, они приехали на танках, никакого же НАТО не было. Мы просто всего лишь хотели от России отдалиться, когда распался Советский Союз. Мы даже раньше их конституцию приняли. Или потом позже приняли. Но все-таки они находят какие-то слова, нацисты, бандиты, террористы, душманы, что только они не надумают сказать людям через телевизор. Да, потому что они понимают, что если они дадут свободу чеченскому народу, то остальные народы тоже захотят так жить, тоже иметь свободу. И когда это распадется, это империя российская, чего они не хотят, не могут себе, как говорится, позволить. Поэтому боюсь, что здесь путь распада будет с кровью. Должны взять пример у людей. И вот эта система не человечествовалась еще, они варвары. Они должны взять пример с Лондона. Они тоже ушли из Индии, ушли из других, ушли из Франции. Они тоже Алжир оставили. Они должны взять пример у людей. Они бардак устраивают у себя, говорят, мы, это Россия, потом приезжают, она приехали. Это неправильно. Мы своими недрами, которые из земли кормим их, они говорят, что хватит кормить Кавказ. Они любят так все переворачивать и свои ошибки или свои недостатки на чужих, на других людей навешивать через эту пропаганду, через этот телевизор, ящик. И просто устали от них. Мы хотим просто спокойно жить и все. Нам не нужна ничья культура. У нас очень хорошая, можно сказать, золотые головы это придумали. То, что у нас есть. Вот у нас это по-нашему говорят «айдол». Это имеется в виду жить и умирать между ними. Вот все эти законы у нас свои есть. Очень много литератур было сожжено, но нам устно тоже передавали, у нас есть это традиции наши, можно их записать золотыми буквами, как они вот в этом арабском пустыне, вот эту кису, как они называют, покрывало записывают, вот это тонкой ниткой золотой. Это все тоже миф, обман. Там, если кису снимешь, там шокоблок, кирпичи такие серые. У нас все было очень хорошо. Но они сейчас на нашу традицию посягают, начинают разрушать молодые умы. Чужую культуру нам толкают, которая для нас чужда. Вот поэтому мы устали от них, да и хотим всего лишь, чтобы они отстали и дали нам жить под этим солнцем. Ибрям, давай, чуаме, чмор. Ардамца, Элла, Ибрям. Вячеслав, а как у вас в той территории, где вы находитесь? Там спокойно? Да, я в Польше нахожусь, тут хорошо, спокойно. Работаю водителем автобуса. Тут много украинцев, тоже водители автобусов. Да, дальнобойщики, мастера по ремонтам. Многие тут работают.
В основном даже в магазинах очень часто и на улице можно услышать украинскую речь. То есть женщин много в Украинах. Ну, поляки приняли, когда началась война, приняли, конечно, как родных. То есть это честь и хвала им. Хотя между Украиной, скажем так, и Польшей много таких конфликтных моментов было в прошлом, но они переступили через это, поступили очень мужественно, очень, скажем так, по-взрослому, молодцы. У меня, к сожалению, тут связь местами плохая, поэтому меня может даже выбрасывать из чата. Ну, если я не отвечаю, то значит просто связь пропала. А так, пожалуйста, спрашивайте. С удовольствием пообщаюсь. Кстати, то, что в первой чеченской войне с Россией вы победили Россию, это было что-то с чем-то. Это круто, когда такой маленький народ, и там не было же своей армии-то толком, если сравнивать, особенно с российской, и все равно вы победили. Это вообще супер. Это впечатляет. Ну да, потом зато посредством этого ваххабида все еле-еле вот это вот, то, что вот эти все жертвы, все то, что было, да, его, то, что выстаивал весь народ, да, там, жертвуя, все, коту, короче, в унитаз все спустили. Шарикат, халифат, хринфат. Понятно, что это все там накинули конкретно, да, там. Вот это литература. Я тоже сам жертва вот этой литературы, вот этих пропагандистов. Потому что ситуация вот такая, да, у тебя там горе, близкие погибли на войне, все равно ты такой, скажем, в таком состоянии психологическом, да, когда ты вот нуждаешься вот в этом духовном. И тут тебе вот как раз все так красиво преподносится, так аккуратно. Потихоньку подкрадывается, а потом уже, когда все это во всей красе начинает вот так вот тебе преподноситься, ты уже на тот момент усыпленный становишься. Ну, хотя на тот период это не так массово, повально и не настолько развратно это все. Не на таком уровне это было, как сейчас. Сейчас уже вообще во все тяжкие это все. Короче, да. удалось. Но тем не менее мы теперь знаем хоть откуда ждать беды, то что называется, и уже можем работать на опережение. То есть понимаю, что если мусульманство угрожает деструктивными, скажем так, распадом общества, распадом цивилизации, то мы можем что-то делать уже, чтобы этого не случилось. Там, с молодежью работать. И здесь вот вы хорошо задаете вопросы и показываете
скажем так, то, на что стоит мусульманам обратить внимание, чтобы понять, то ли они выбрали для своей жизни, что стоило выбрать. Так и надо действовать в дальнейшем. И понимаете, что те же глобалисты, с другой стороны, они не спят и тоже хотят, к сожалению, разрушить как и государство, как и нации стереть, как и привести семьи в разрушение через всякие ЛГБТ-сообщества. Мы тоже можем этому противостоять, не ждать, когда это случится, а чуть на опережение работать. В то время нам не о кого было ждать помощь. Мы, по сути, люди верующие, мы верим в Бога. Когда вокруг посмотришь, понимаешь, что это все не мог человек сотворить. Поэтому внутри верим. Хотя с нами он не разговаривает, ничего, но этот момент тоже использовали и привезли нам новое какое-то. По-нашему дело это Бог. По-русскому Бог, по-английскому, по других языках по-своему говорят. Они привезли нам Аллаха. Мы это тоже где-то приняли, потому что только от Него мы знали, что Он никакой помощи не было. От этой энергии мы заряжались только и уповали на Него. Хотя такого физического вмешательства его нету, но тем не менее люди в таком трудном положении, как говорится, уповают на Него и просят у Него. Хотя сам он плывет и старается выйти из воды, хоть как-нибудь, если он даже плавать не умеет, но тем не менее он зовет его. Вот в таком состоянии мы были, русские тоже понимали, в каком мы состоянии находимся. Внешний мир нам никто не помогает, мы сами отбиваемся как можем. И они использовали этот момент. Вот такой капкан получился, да, и для нас. Чеченский народ не готов менять свою культуру на арабскую, потому что мы очень разные. По языку, по территории, по географии, я имею в виду, по этим традициям, по всему мы разные. А что, Бога верит? Да, мы верим в Бога. И все. Так, Свет, приветствуем вас. Машвол, не знаю, как вам обращаться. Говорите, можете участвовать в нашем чате. Что вас, скажем так, больше интересует? Так, Айше 2 к нам зашла, какой-то Айше с этим, с Кадышкиным на аватарке. Айше, Машиол, привет. Маме. Так, там, видимо, телефон кто-то оккупировал, захватил. Так, друзья, что это у нас? Сегодня все выдохлись, что ли? Это у нас тишина в чате. Что, не нужен чат? Вырубить может? Это уж мечабу от Telegram чур эрбы был шпат уж вы. Onun sağa Telegram çahudu bada geldi. Taren çuval o çuval çena Ramstein ges el çena Ramstein be water kaçwa. Kümüş hok çabu bağ so Haguşum var son sağa. Çornaq tank bana Ramstein as el İbrahim Volça TikTok çabu şeyler so. Ну, сон бушен var. Так, ладно, друзья, тогда я вырубаю чат, раз никому не интересно.
Все там чем-то занимаются, заняты, наверное. Я пошел сам тогда в гости по ТикТоку. Всем благодарствие за тапание, за поддержку, за там, подарки, лайки, комменты. Всем ублюдкам, матершинникам, все, что вы сказали, еще будете говорить. Амин обратно, 10-кратно. Берес Вильмаса, да, Берт, Маршал, Маршал. оставайтесь свободны.